говорят, что у вас была достаточно пестрая личная жизнь. Неужели это так интересно? Вот, как всех интересует моя личная жизнь. Вы сейчас что предпочитаете, рубль или доллар? Люблю то и другое. Потому что нет ни того, ни другого в достаточной степени. Тогда вы поддерживали вот этого ГКЧП, и об этом заявили все информационные агентства. Что было на самом деле? Я не поддерживал. Это была провокация. То есть? Сказали, что я поддерживал. У меня ощущение от беседы с вами, начавшейся, что я, конечно, иду по минному полю. Надо сказать, что у этого человека был врожденный аристократизм. Он вообще был очень веселым человеком, очень открытым, очень хохотал громко, ел вкусно. Он всегда знал про человека чуть-чуть больше, чем знали все остальные. Пивко. О, какое здесь вкусное пивко. Давайте попьем пивка. Там. И начиналась беседа. Я называл его не раз нежным потрошителем. У вашей жены есть такая нагрузка, что очень редко хватает времени для того, чтобы быть женой Никиты Михалкова. Смотря что считать образом жены режиссера или, скажем, так сказать, в частности, женой Никиты Михалкова. По ощущению «Фабрики снов» голливудскому, это, так сказать, белоснежные улыбки, фарфоровые зубы, шиншилля, холодное шампанское и разговор об изящном на 3 языках, то, наверное, это у нее точно нет. Конец 80-х прошлого века. В Советском Союзе строят социализм с человеческим лицом. Партийные идеологи настаивают, что зрителям программы «Время» все еще важно знать решения съездов КПСС или кто первым вывел сеялки на поля в Рязанском колхозе. Самих телезрителей больше беспокоит отсутствие товаров в стране, пустые полки и очереди в магазинах. В дефиците все, в том числе частная жизнь на телеэкране. Сигналы о перемене настроений поступают с неожиданной стороны. На телеэкране появляется новый персонаж – супруга генерального секретаря ЦК КПСС. Это самый дерзкий вызов вчерашнему официозу. Манеры, наряды первой леди страны, как и других известных людей – это то, что интересует нормального обывателя. Но журналисты стеснялись или боялись об этом спросить. И вот первая ласточка. Октябрь 1987 года. В эфир выходит новая программа «Телевизионное знакомство». С первых секунд все кажется необычным. Музыкальная заставка программы, ведущий Урмас-Сот, обаятельный молодой человек, говорящий с прибалтийским акцентом. Его манера брать интервью. И главное, о чем он спрашивает именитых гостей? О зарплате, о любовницах, о разводах. У Кобзона есть прямая связь с мафиозами города Москвы. Откуда эти слухи? Я даже конкретно ожидал, что такой вопрос может быть. И как-то странно, знаете, я помню, как я ему сказал, а если я был бы мафией, как вы считаете, я бы с вами сидел здесь, разговаривал? Наверное, я находился бы в другом месте. Складывалось впечатление, что его герои легко соглашались на интервью. И только сам Урмас знал, сколько времени и сил у него уходило, чтобы уговорить известных людей на участие в передаче. Помог, как всегда, случай. Перед записью новогоднего вечера в Останкино певец Иосиф Кобзон и телеведущий Урмас-Сот делили одну гримерку. Там и договорились о будущем интервью. Люблю вот таких элегантных мужчин, которые всегда одеты очень элегантно, с хорошим парфюмом, с хорошими манерами. Ну, вот такой вот настоящий прибалт, как мы говорим. Вот чувствуется этот интеллект, культура, тут европейская в нем. Но никакой кичливости, никакого ханжества. Всегда был приветлив, всегда был улыбчив. И он мог разговорить кого угодно.
Сегодня Иосиф Давыдович признается, что не заметил, как неожиданно для себя откровенно ответил на очень личный вопрос. Многие есть, естественно, во время длительных гастролей такие гостиничные романы. Трудные. Как вы к этому относитесь? Хорошо, жены рядом нет. Ну как это такой человек, который 8-9 месяцев в году находится в пути, в гастролях, и у него не может быть романов? Да это глупости какие-то. Конечно, были. А что здесь такого? В 1979 году Урмасот начал свою карьеру на эстонском государственном телевидении. Ему было 28 лет. В этой студии он читал свои первые новости. С тех пор здесь мало что изменилось. Он же вел актуальную камеру. В Пайдовском районе полегли хлеба. Потом, значит, складывал эти бумажки и делал свои перепрограммы, телевизионное знакомство. А вообще он был диктор актуальной камеры. У него стоял свет, и он докладывал новости. Кстати, делал это прекрасно и обожательно. Монотонную работу диктора Урмасот всегда совмещал с тем, что ему нравилось. Например, с Паулсом вы уже очень долго не поете его песни. А у нас так случилось, что он стал приносить уже песни достаточно готовые, на его взгляд. И когда я говорила, что меня что-то не устраивает, ну, Раймонд со свойством его юмором, он говорил, устроит кого-нибудь другого. К своим знаменитым интервью он шел постепенно. Сначала, осенью 1983 года, журналист получил в наследство от своего коллеги цикл передач «Азбука эстрады». Мне было как раз интересно, что же он будет у меня спросить, потому что мы же дружили, я друг друга слишком, больше знали, чем, может, обыкновенные люди. Но, скажу честно, может быть, мне он таких острых вопросов не задавал. Или мне они не казались острыми, или он меня щадил, или просто по-доброму относился. Для Урмасота это была начальная школа общения со звездами. И первый опыт работы с Москвой. Он стал приезжать сюда в командировки, пытаясь достать дефицитные тогда архивы центрального телевидения по зарубежной эстраде. Позже в своей книге он напишет: чтобы получить нужное, приходилось нести подарки, выписывать гонорары, завлекать и клянчить. Именно с этих мытарств и началось мое знакомство с Останкино, с бесконечными коридорами и непростыми людьми этого дома. В то время телевидение начало искать свои ответы на новые настроения в обществе. Стали выходить новые утренние программы, вечерний взгляд, до и после полуночи, молодежный 12-й этаж. Талантливый эстонский журналист быстро уловил эти перемены. Коммунистом вы никогда не были? Нет, никогда. Предложение сделали? Мне? Да. Нет, если говорить искренне, то нет, потому что, наверное, я не вселял, так сказать, доверие, что я могу быть каким-то рупором. Урмасот родился 23 апреля 1955 года в эстонском городке Отепää, население которого 2500 человек равно населению одной московской улицы. Это маленький провинциальный городочек даже в Эстонии, далеко от столицы, уже практически на границе с другим государством, понимаете? И этот мальчишка вырывается на такое пространство. Я откуда-то читал, что вы как раз человек, который владеет образцовым русским языком. Именно перед вами мне очень неприятно. Нет, вы знаете, это не так. У меня очень много таких слов и оттенков, типичных для Петербурга. В этом доме Урмас жил вместе с мамой, сестрой и отчимом. Школа через дорогу. На втором этаже класс математики сохранился практически в том же виде, как тогда, когда в нем учился Урмасот. В школьные годы он увлекался художественной самодеятельностью, занимался в Народном театре, мечтал стать актером.
kirjandus- ja humanitaarainete vastu, aga ega tal eriti... Он любил литературу и гуманитарные предметы, а физика и математика ему не особенно нравились. Были еще такие предметы – машиноведение и трактороведение. Учитель был озабочен, что Урмас не ходит на занятия. Я его вызвал к себе, а он ответил: «Трактористом я не буду, поэтому не хожу на эти уроки». После школы Урмас-От поступил в Таллинскую консерваторию на сценический факультет. Но через год из-за конфликта с преподавателем курса вынужден был уйти и поступить в педагогический институт. Хотя и здесь не все проходило гладко. Однажды педагогу пришлось даже вмешаться в судьбу бывшего выпускника. Когда Урмас-От заканчивал пединститут и дошел до диплома, мне позвонил ректор Рейн Велк, с которым мы были знакомы, и попросил: «Расскажи мне, что за человек этот Урмас-От? Он ведь из ОТП. Какой он? Чем занимался? Чем он отличается от других? У нас такая проблема. Он заканчивает институт, а многие преподаватели настроены против него. Он очень самонадеянный. Это ему нравится, а это не нравится. Многие за то, чтобы ему совсем не выдавать диплом. Я дал Урмасу самые лучшие рекомендации. Сказал, что он одаренный, волевой и целеустремленный». Организатор-методист культурно-просветительской работы, режиссер любительских театров. С такой специальностью в 1979 году Урмас-От заканчивает Таллинский педагогический институт. В архиве до сих пор сохранились его школьный аттестат, вступительное сочинение и характеристика. Смелый, честный, порой немного ироничный. В 1977 году От приходит работать на радио, а через 2 года переходит на телевидение. Работает диктором, репортером, редактором в одном лице. В 1986 году на эстонском телевидении появились первые выпуски телевизионного знакомства. Ведущий Урмас-От беседует с людьми, известными всему Советскому Союзу. Актриса Людмила Гурченко, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров и пародист Владимир Винокур. Такой была первая заявка на эту программу. Сделав несколько выпусков, Урмас-От решил показать передачу в Москве. Где вы чувствуете себя лучше? На гастроли, на деле, так сказать, или здесь, в Москве, дома? Ну, на деле, конечно. Для меня гостиница – это дом родной. Вошел очень импозантный, красивый человек. Поздоровались. И, конечно, я сразу почувствовал акцент, этот знаменитый акцент. Он держался скромно, но с большим достоинством. А что вы тут все время снимаете? А ну-ка покажите, что у вас там? Такие встречи. Что вы говорите? Покажите. Как будто запинаясь, как будто заминаясь, вкратчиво начал подбираться ко мне. Потом я не раз это обнаруживал, как это он делать умеет талантливо. И он, как я понимаю, в это время думал об одном. Как себя подороже продать. После первых же эфиров телевизионного знакомства стало ясно. Новая программа, что называется, выстрелила. Скажите, кто, по-вашему, должен в этой кризисной, катастрофической ситуации спасти Россию на этот раз? Интеллигенция. Но для этого нужно возродить интеллигенцию. Прибалтийский журналист в одночасье стал так же знаменит, как и его именитые гости. В Урмасе-От присутствовал и этот тоже гипноз. И незаметно для себя ты начинаешь исповедоваться. Согласны ли вы, например, завтра, послезавтра, через несколько месяцев стать просто рядовым журналистом на телевидении? Я готов начать свою профессиональную жизнь сначала. За кажущейся легкостью, с которой Урмас-От задавал свои знаменитые вопросы, стояла большая работа. Как журналист он всегда был прекрасно информирован о своем собеседнике.
В пору отсутствия интернета он собирал информацию, не только прочитав все статьи и книги о своем герое. Он расспрашивал о нем по телефону всех – коллег, друзей, знакомых. Он шел к человеку с вопросом, точно зная, что этот вопрос не будет мимо. Что он человека не заденет, что если он спрашивает, как поживает, ну, к примеру, условно я говорю, ваша дочь, то он точно знает, что у него дочь, а не сын, и точно знает, что у него есть дети. За 5 лет существования телевизионного знакомства Урмасот сделал более 60 интервью с известными людьми. Артисты, пародисты, спортсмены предстали перед зрителями совершенно с неожиданной стороны. Это были не просто звезды первой величины и личности. Это были обыкновенные жены, мужья, родители, дети. Единственное интервью, которое ему не удалось, было с актером Евгением Евстигнеевым. Он отвечал ему односложно: да, нет, нет, да. Но только вот совсем не так давно уже мы опять это вспомнили, и он совершенно вдруг так... Он когда-то еще пытался разобраться, хотя, ну, не то чтобы это, так сказать, было делом всей жизни, так сказать, понять, почему Евстигнеев не разговорился. Вот. Но вот вдруг он так выпалил, говорит, я не понимаю. Ну, он же согласился, какого черта тогда он ничего мне не сказал? Зачем тогда было соглашаться? Но это он уже говорил с позиции человека, конечно, много в этом жанре сделавшего. Программа «Телевизионное знакомство» продержалась на центральном телевидении с 1987 по 1993 год. Эти годы были звездным часом телеведущего Урмаса Отто. Поразив весь Советский Союз своим элегантным журналистским нахальством, он, тем не менее, терпеть не мог хамства в профессии. Всегда точно чувствовал, где проходит грань. Да и работал в стиле «звезда с звездою говорит». Откуда в нем была эта уверенность, что он может вот так сесть и спросить там у Юрия Никулина или у Людмилы Гурченко: а что там, какая у вас зарплата, это сколько денег, а вы там что, а правда ли это, то? И личная просьба, вы знаете, сейчас безумно подорожали билеты на самолет, у меня, к сожалению, не хватит от Таллина. Вы можете мне до следующего раза одолжить 1600 рублей? Это ваша просьба или, так сказать, вот такой журналистский ход? Что это просьба моя. Я хочу лететь. Спасибо, конечно. Иосиф Твердович. Я думаю, что вы не будете к этому относиться как к спонсорской помощи. Спасибо. Вы не забудете вернуть. Спасибо. 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 Урмасот стал известен, узнаваем, популярен. Особым успехом новый красавец-телеведущий пользовался у представительниц прекрасного пола. Его шарм, обаяние были видны сразу. Он сразу приковал мое внимание как зрителя, ну и, конечно, как женщины, потому что он был невероятно обаятелен. В него были влюблены, ну, огромное количество женщин. Огромное количество женщин. Быстро распространившиеся в коридорах Останкино слухи о том, что Урмасот не женат, только добавили интереса к его персоне. Меня ведь все время волновал один вопрос. Чертиком сидел в голове. Я только 2 раза в жизни ему задал. Когда ты женишься, наконец? Он, ну, когда ты женишься, наконец? И вот очередной такой: вот у тебя такие красавицы уже были. Ты ведь хорошо знаешь, что среди наших даже дикторш телевизионных ни одна была готова замуж за тебя выйти немедленно. На вопросы о личной жизни в своих интервью Урмасот предпочитал отвечать уклончиво. Журналисту крупной российской газеты он как-то сказал свою знаменитую фразу: «Что касается личной жизни, то у меня, например, сейчас очень болит спина. Это и есть моя личная жизнь». И все-таки в кулуарах Останкино поговаривали об одном его романе. Такие новости здесь распространялись быстро. Это даже большим секретом Ангелины Вок, это уже особым секретом уже не является. Хотя сама она это никогда не подтверждала и вряд ли подтвердит. Я почувствовала какую-то тягу к этому человеку. Итак, первый вопрос. Ваше любимое время года? Зима.
Я ему тоже была симпатична. Ваш любимый цветок? Ромашка. У нас такой флюид возник. Ваши любимые блюда? Каша манная и икра черная. Неплохое сочетание. Ну какая же у этого человека может быть семья там и все? То есть какое время он отдаст этой семье? Где он его возьмет? С одной стороны, он как-то декларировал, что это некая такая его, ну как бы поза. Нет, нет, и не надо, и не будет. Популярного телеведущего стали приглашать на светские мероприятия, премьеры. Появились предложения вести престижные в те годы новогодние огоньки, концерты. Первый мой юбилейный концерт в Таллине в городском холле, Урмас был там ведущим. И то, что я помню, мне казалось, он сильно нервничал. Потому что одно дело быть телеведущим, а другое вести концерт. И наверняка концерты он не вел так часто. И как человеку, который очень вот ответственно ко всему относится, я видел, как он за кулисами очень волновался. Ну, конечно, на сцене этого видно не было. Надо сказать, что Урмас-От обожал музыку, особенно классическую. У него была огромная музыкальная коллекция. Он с удовольствием слушал несколько опер в день. А однажды по просьбе композитора Владимира Матецкого сам рискнул запеть. С тобой давно не виделись. Года 3, видимо. Я хотела песню такую, какую-то, ну, может быть, какую-то такую зарисовочку, может быть, какую-то жанровую тоже. А он нет, он говорит, нет, давай мы сделаем такую романтическую, лирическую. Год и 2 и 3, что ни говори, так быстро пролетают, но в сердце оставляют след. И в нем был такой мужской посыл, и такой бархатный тембр, и такая, как бы, у нас все-таки контрастная была картинка, такая романтическая картинка, которая способствовала вот, к успеху этой песни. И она имела очень большой успех. Памятным дипломом фестиваля награждается комментатор эстонского телевидения Урмас-От. После дуэта с Роксаной Бабаян Урмас-От органично вписался в пару Державин-Ширвинд. Втроем они провели очередной мартовский огонек. А Михаил Михайлович Державин написал популярную в те годы пародию на телеведущего. Говорят, что после этого в Москве появились первые анекдоты про горячих эстонских парней. Скажите, пожалуйста, та женщина, с которой вас видят все время на Арбате, это ваша жена или та, про которую все говорят? Я родился в Москве в 1934 году. Благодарю. Вы курите фирменные сигареты, табак. Скажите, пожалуйста, где вы... Я родился в Москве в 1934 году. В дни августовского путча 91 года Урмас-От узнал, что его друзья Александр Анатольевич и Михаил Михайлович находятся за городом на рыбалке, а жена Державина Роксана Бабаян осталась дома одна. Из Сталина периодически стали раздаваться телефонные звонки. Мы живем практически на Арбате, и все это происходило под нашими окнами. И я помню, как Урмас мне ночью звонил, говорил: «Рокси», он меня всегда назвал Рокси. «Рокси, не открывай никому дверь. Рокси, что у тебя там происходит?» Он мне всю ночь звонил, раз 4, что ли. И я, конечно, открыла дверь. И, конечно, там человек какой-то весь был дольше жуткий, он там какие-то рации привез. В свое время, благодаря Оту, его коллега по эстонскому телевидению Марина познакомилась со своим будущим мужем, композитором Владимиром Мигулей. В Москве дружба с их семьей возобновилась. На этих кадрах из семейной хроники бывшая коллега Марина Мигуля пытается раскрутить короля интервью Урмаса-Ота. Я сказала, буду задавать тебе вопросы, а ты будешь мне на них отвечать. Он сказал, но ты хорошо подумай, что ты будешь спрашивать. Ты же знаешь, как я могу ответить.
Урмас, вот в эпоху гласности, я знаю, что вы уже 10 лет работаете на телевидении. Стало ли вам сейчас легче работать? Я не знаю, я не могу сказать, что у меня сейчас легче работать, но сейчас я просто не боюсь после эфира там каждой передачи, что могут быть там какие-то звонки откуда-то, что ругают из-за моей передачи начальство и так далее. Зрители, друзья и коллеги привыкли видеть Урмаса Ота в хорошем настроении. Его обаятельная улыбка магически действовала на людей. Парадоксально, но одновременно в этом человеке явно проглядывались другие черты. Очень часто сегодня употребляют по любому поводу слово «звезда». Но звезда – это то, что нельзя потрогать. Относительно Урмаса невозможно сказать, что кто-то мог его потрогать. Он позволял видеть свое свечение, но он... А дальше ты мог обжечься. И это самое, мне кажется, в нем главное и, к слову сказать, правильное. Потому что тогда бы не было этого феномена, который назывался Урмас От. Провал вы свой получили. Евровидение 97. Почему это так случилось? Провал. А что? Я надеялась на большее. Я надеялась на скандал там, потому что, в принципе, мне надоело смотреть на эту серость европейскую. И абсолютно четко обозначенная, то есть вот такая рамка. Ну ты выступи, но мы тебя все равно никуда. Ты нам не нужен на русском языке. Он был одинокий человек, но своим одиночеством, похоже, не тяготился. Ему была одинокость к лицу. Он был человеком, на котором не сказался ни его успех, ни там, возможно, не маленькие гонорары по тем временам. В нем не было сытости, в нем была холеность, ухоженность, но не было сытости. В этом доме в центре Таллина на 3-м этаже находится квартира Урмаса Ота. Однако мало кто может похвастаться, что был у него в гостях. Он сам сказал однажды: у меня только один друг, и зовут его Урмас От. В немногочисленных интервью газетчикам Урмас любил создавать о себе легенды. О том, что гулять предпочитает исключительно по ночам. Терпеть не может, если ему звонят рано, в час дня. Любил потешаться над журналистами и рассказывать истории про свою любимую собаку. Хотя она была плюшевой. Я ему сказала один раз, успела сказать: Урмас, таких красивых мужчин, как ты, в мире очень мало. Он говорит: иди ты в полу. С известной в Эстонии актрисой Адой Лундвер Урмас От дружил 25 лет. Он говорит мне, что ему было 16, когда он влюбился в меня. А у нас разница 13 лет, я старше. Ада была в свое время, ну, так сказать, как бы на уровне, как их называют теперь, дивы, кинодивы, да, и была такая популярность, блондинка, тогда Советский Союз, все. А потом пришел момент такого некоего, как бы, забытья. Первая любовь Урмаса Ота с годами стала его единственным, самым преданным другом. 3 раза он уговаривал Аду дать ему интервью на эстонском телевидении. Перед передачей он спросил у меня: Ада, есть такой табу, тема, о чем говорить не принято или... Я говорю: нет, со мной можно все говорить. Он спросил: Ада, почему у тебя нет детей? Я говорю: Урмас, не потому что я не могла, я 3 аборта делала, но просто у меня такого мужчины или мужа такого не было. Он говорит: браво, Анна, браво.
Урмас бывал у актрисы в гостях, но еще чаще звонил. В день по несколько раз. Иногда весь Таллин знал о его розыгрыше Хады Лундвер по телефону. И он ей позвонил и рассказал о том, что вынесено решение, что она что-то вроде пожизненной, за пожизненный вклад вот такой премии. Она должна нарядиться, куда-то прийти и получить. И она все это послушно сделала. Он выждал, он понимал, что она поверит ему. Он перезвонил через какое-то конкретное время и, рассмеявшись, сказал, что какая же ты дура. Он сказал это, так сказать, дружески. Это же я тебя разыграл просто-напросто. На следующее утро он звонит. Исан, какой сладкий такой. Ну, как он умел быть. Но, что? Но, все прошло, что ли? Ух ты, подлец такой. В 1993 году прошла его последняя программа в России. Урмас От перешел в категорию звезд местного масштаба. В Таллине он продолжал делать интервью с заезжими российскими артистами и эстонскими вип-персонами. Я также знал таких людей среди политиков, которые боялись, потому что отвечать на острые вопросы Урмас От это не так уж легко. Спустя 10 лет, в 1998 году, он попробовал вернуться на большой экран. На российском телевидении стала выходить его программа «Урмас От с...». Это была новая версия все тех же телевизионных знакомств. Интервью со звездами снимались в ресторане «Прага». Вы всегда делаете вид, что на самом деле мало что вас колышет? Или вы действительно такой? Нет, делаю вид, конечно. Делаете? Я так и думал. Вы все время угрожаете своих зрителей, или вы уходите, или у вас творческая пауза, или, так сказать, у вас вот что-то, так сказать, ваш зритель постоянно живет в каком-то страхе ненормальном, так сказать. Боже мой, один раз пугнула, что ухожу в отпуск, беру тайм-аут, а это вы, журналисты, все придумали, что я ушла. С одной стороны, возвращение короля интервью было триумфальным. Рейтинг первых программ был очень высоким. А с другой – неудачным. Программа просуществовала всего несколько месяцев. Россия стала иной. Мода на Эстонию прошла. И потешить публику, как в конце 80-х, не удалось. «Мне не хватило таланта», признался Урмас От коллегам, вернувшись в Таллин. Сказать о себе такое мог только очень талантливый человек. Когда вот эти все перестроечные годы пошли, и когда вдруг такой бах-провал, и ничего нет, и он все время, значит, думал, что мы же не сможем без Москвы, без России, без этой культуры обойтись. Надо что-то делать, надо что-то делать. Этот 98-й год стал самым несчастливым в жизни Урмаса Ота. Сначала закрыли программу в Москве. Потом пришлось уйти с эстонского государственного телевидения, где он проработал почти 20 лет. А потом сердце не выдержало. Случился первый инфаркт. Телевидение для него всегда было больше, чем работа. Оно заменило ему семью. Вы знаете, меня интересуют в жизни кое-какие другие вещи. Жениться или выйти замуж каждый может. А что-то в жизни сделать такого, чтобы действительно ты сам время от времени почувствовал, что ты что-то сделал, и не только для себя, а для и других людей, это, наверное, не у каждого в жизни бывает. После болезни Урмас От вышел в эфир все в том же формате с программой «Счастливый час» на частном канале. Chess Genius, я сказал. Здравствуйте. Здравствуйте. Господин Гарпов, добро пожаловать в эту передачу. А еще за эти годы он написал несколько книг, и не только о себе и своих работах. Это были биографии людей, которые ему, как журналисту, показались интересными. А подпись действительно смешная. Он написал «Дорогой Элочке», которую я не только люблю, но просто обожаю. Но это была такая чрезмерность его выражения. Он вообще такой был очень чрезмерный в своих таких изъявлениях чувств.
2005 году Урмасот узнал о страшном диагнозе – лейкемия, рак крови. Ему пришлось лечь в клинику, но даже самые близкие друзья до последнего не знали, что случилось. Он, как вам сказать, он очень, ну, он имел такой, как будто стену или глаз, ну, это стекло. Мне он никогда не жаловался. Он не из тех людей. Он всегда же... Урмасот, у кого все хорошо? После вердикта врачей, несмотря на 3 курса химиотерапии, Урмасот продолжал жить прежней жизнью. Каждое утро прогулка пешком. Как ни в чем не бывало, он встречался с друзьями, ходил на премьеры, был неизменно вежливым и веселым. И даже вышел на работу. Значит, индустрия российского шоу-бизнеса вас не очень-то привлекает. Но если бы вы хотели, Раймонд, участвовать в этих играх, все стоит денег, понятно. Может быть, не для вас, но вы бы могли бы пробить себя опять в Москве. Программа в рамках приличий на русскоязычном радио в Таллине – его последнее детище. Я помню хорошо первый телефонный звонок. Когда он позвонил, так случилось, что он позвонил именно мне первый и сказал: «Здравствуйте, меня зовут Урмасот, а ваша фамилия Бали?» Я говорю: «Да, моя фамилия Бали». «Ну что ж, когда вы выйдете замуж, вы, наверное, станете Фиджи». И это был бы как первый такой сигнал о том, что у человека хорошее чувство юмора, о том, что человек абсолютно адекватный, что человек интересный, и что это не простой какой-то вот звонок, да, «Здравствуйте, давайте вместе работать». Юлия Бали и Екатерина Вайсер – последние редакторы ведущего Урмасота. На радио он продолжал делать то, что умел лучше всего на свете – брать интервью. Вот на этих диванах он встречал своих гостей, за этим столом они пили кофе. Редко начинал эфир без чашки кофе, то есть маленькая чашка черного кофе, иногда с молоком, это было обязательно. Еще он был сладкоежкой, и мы всегда старались к записи передачи приготовить печенье или конфеты, или халву. Он особенно любил халву. Мы пытались сделать приятное и создать атмосферу до записи передачи уже. Гостями радиоведущего Урмасота были как жители Эстонии, так и российские знаменитости. На передачу часто приходили те, с кем в свой звездный час он сделал не одно интервью. Последним из российских актеров интервью дал Сергей Юрский. Мы закончили, поблагодарили друг друга. Он поднялся, и когда я увидел его уже в походке, потому что когда я вошел в студию, он уже сидел на месте. А тут он поднялся, и мы стали оба двигаться. И тут я увидел, что человек болен, что все, что происходило этот час, есть то ли маленький, то ли большой подвиг преодоления. И его сконцентрированность, его речь, его движение – это тоже талант артиста, который может преодолевать свое внутреннее состояние. На последних фотографиях Урмасот был почти неузнаваем. В маленькой Эстонии все давно знали его диагноз, но надеялись, что не все так плохо. Разве может смертельно больной человек вести интервью в прямом эфире? А Урмас, как ни в чем не бывало, вел свои передачи, прерываясь лишь на операции. Был такой момент зимой, когда он лежал в больнице, и мы не были уверены, что мы выйдем со следующей передачей. Мы сказали, что Урмас, мы можем поставить что-то в повтор, и это не проблема, можем пропустить 1 неделю, если вам нужно прийти в себя. Он сказал: нет, я обязательно приду, и не надо здесь говорить, это непрофессионально, в конце концов. Как это так вы поставите повтор, как это так я не приду на эфир? На самый крайний случай я готов провести эфир из больницы, если меня отсюда врачи не выпустят. Это последние телевизионные кадры Урмасота и его последний выход в свет. В городской ратуше в феврале 2008 года власти Таллина вручили знаменитому ведущему награду за заслуги на телевидении.
в том числе из-за интервью, которые сделали Урмаса Ота самым популярным эстонцем в Советском Союзе. Ну, у нас большой праздник Иванов день. И последние годы он часто был гостем у меня в хуторе, деревне. И так и этом году летом. И там мы действительно договорились, он сказал, что если мы раньше не встретимся, то через год снова. Знаете, по сравнению с весной, летом как будто показалось, что у него все-таки лучше. И мы все думали, что будет лучше. 17 октября 2008 года из Эстонии пришла печальная новость. В клинике Тартуского университета скончался известный эстонский журналист Урмас От. Ему было 53 года. Второй этаж детской онкологической клиники в Тарту. Здесь единственное на всю Эстонию отделение, где есть стерильные боксы для раковых больных, которые перенесли пересадку костного мозга. Именно после такой операции Урмас От прожил последнюю неделю своей жизни. Трансплантация прошла успешно. Ничто не предвещало осложнений. Но случился второй инфаркт. Сердце Урмаса Ота не выдержало. Газета у нас такая желтая. Газета. Вы Ада Лундберг? Я говорю, да, я вас слушаю. Не могу. Плохо становится. Это что? Вы знаете, что Урмас От, его уже нет. Я уже слышал до сих пор свой голос. Эй, нет, 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 это невозможно. Нет, это неправда, это неправильно, неправда. Начала кричать. Но все-таки это была правда. Последнюю легенду о себе Урмас От создал уже после смерти. Никто из его друзей, знакомых, коллег не был на его похоронах. Скорее всего, никаких похорон и не было. В последние месяцы он со своей подругой Адой Лундберг часто гулял на аллеях этого необычного лесного кладбища. Он ей сказал о том, что он не хотел бы, чтобы по его могилке грабельками вот так возили, а хотел бы, чтобы его прах развеяли над морем. Но вот он остался верен себе. Тут тоже осталась загадка до сегодняшнего дня. Неважно, действительно ли Урмас От завещал развеять свой прах над морем, или это только миф. Наверное, и после смерти он просто хотел остаться в эфире и на волнах. Теперь зовут меня по имени и отчеству. Не поворотишь реку прожитого вспять. А мне с тобой прощаться, молодость, не хочется. А я боюсь тебя однажды потерять. Уйдите прочь, мои раздумья невеселые. Осенний день ветрами сердце не студи. Останься, молодость, кружи, как прежде, голову. Не уходи, не уходи.